Собрались по хорошему поводу. Повод – это ее память. Повод – это книга, которую сделал наш брат Аслан Мирзоев. Книга и человек. Человек и книга. Форма и содержание. Мы знаем диалектику, что они настолько взаимосвязаны, что разорвать не дано никому. Если бы не было тети Жени, Евгении Джамурзовны, не было бы книги. Если бы не было Аслана Мирзоева, не было бы этой книги. Может быть, был бы другой, но была бы другая книга. Было бы другое содержание. Знаете, вот 250 страниц первые этой книги – это воспоминания Евгении Джамурзовны. Они были записаны на 13, еще на 3 кассеты. И эти кассеты, представьте, по одному слову, по одной букве надо было слушать, записывать на листы, потом набирать, потом перечитывать, потом править. Какая огромная, колоссальная работа, которую проделал Аслан. И честь, хвала Аслану, роду Мирзоевых, нашему народам республики, которые воспитывали, воспитывают таких людей, которые учат быть такими. И в данном случае Аслан герой, мужчина. И я уважаю и ценю таких людей и всегда буду ценить. Знаете, вчера, просматривая эту книгу, я прочитал абзац, который почему-то в прошлый раз мне не остался в памяти. Здесь, в 200 метрах от нас, угол Ленина и Ногмова. После ареста 9 мая 50 года, после 2 или 3 месяцев застенок, ее ведут на очередной допрос. И знаете, вот она сама не поняла, что произошло. На нее одели какой-то балахон, чего раньше не было. Не видно ничего. И вот она идет, переступает, увидела, щелочка была, что свет вывели во двор. И вдруг что-то на нее прыгает и давит. Она испугалась, закричала и говорит, что вдруг я увидела, что я высоко-высоко в небе. И смотрю и вижу 2 солдата, двор, 2 солдата и собака на каком-то мешке. Душа взлетела, увидела, но сознание вернулось, и она жила еще 57 лет. Знаете, давайте начнем нашу встречу, день ее памяти, почтим ее память минутой молчания. Присаживайтесь. Работа над этой книгой о
эта книга, если бы здесь была Евгения Джамурзовна, наверное, была для нее ближе. Потому что здесь летопись ее судьбы. И знаете, вот в одном из последних страниц она такую фразу обронила: «Если бы была я счастливая и любимая». Она считала, что жизнь настолько перемолола, настолько исковеркала ее жизнь, что она несчастлива и нелюбима. Я не знаю, есть другие слова. Человек жив столько, сколько его помнят. Она не занимала больших постов. Она не была отмечена государством как выдающийся педагог, как выдающийся ученый, как выдающийся человек своего народа, своей республики. Но мы вот здесь. Мы не там, где раздают ордена, а мы пришли просто потому, что мы ее знаем и любим. И значит, она любима. И вот эта память, 2 большие книги, которые создал, подготовил Аслан. Разве это не счастье видеть? Она не родила ребенка, но вот эти книги, это ее дети. И значит, она счастлива. Давайте будем сегодня говорить об этом, о том, что нас объединяет ее память. Будем говорить о том, что нас сближает, а сближает ее открытая душа, ее открытое желание общаться с людьми. Сколько внимания она отдала нам, студентам, когда мы у нее учились, ни один преподаватель столько не отдал. Ни один. И мы тянулись к ней, мы приходили к ней, всегда накормит, всегда спросит, как дела, всегда обязательно пошутит, всегда обязательно найдет, как завести, чтобы мы, молодые, могли чувствовать себя дома. Знаете, это дорогого стоит, и, наверное, единицы могут этим похвастаться в нашей республике, в нашей стране. Я прочел книгу, внимательно посмотрел, как человек, прикоснувшийся к науке. Хочу, как ученый, сказать Аслану большое спасибо. Продумано, выделены разделы, грамотно составлены, документированы, комментарии к каждому слову, которое может быть непонятно читателю. Это дорогого стоит. Давайте теперь будем более... Спасибо, не надо. Более детально обсудим содержание книги. Она этого стоит. Я тоже знала Евгению Жамурзовну сначала заочно, а потом так получилось, что за 2 года до ее ухода я познакомилась с ней уже очно. Вот по какому поводу мы с ней познакомились. Однажды ребята-историки мне сказали, что у нее большие проблемы со зрением. И я прямо активно взяла адрес, пошла к ней и говорю: Евгения Жамурзовна, вот я такая-то. Но она меня очень тепло встретила, знала моих родителей, родственников многих. Вот. И я ей предложила, тогда уже был Ленар. И я сказала: давайте я вас повезу в Ленар, может быть, вам помогут там. И на самом деле она согласилась без проблем.
Мы приехали, однако вердикт врачей оказался неутешительным, сказали, слишком поздно, глаукома зашла слишком далеко и вряд ли что-то можно сделать. Тем не менее, это ее, как мне показалось, не очень обескуражило. И уже тогда я обратила внимание на то, что это человек, который сочетает удивительные черты. С одной стороны, это такая детская непосредственность, открытость, очень большая степень сердечности. С другой чувствовалась прямо такая сила характера, воли и такая удивительная цельность. И, значит, потом уже стала я приходить к ней, проведывала ее. Когда однажды, вот во время одного из визитов, она мне показала огромный такой рулон бумаги, на которой были написаны очень аккуратно. Это была генеалогия князей черкасских. Это был последний раздел, над которым я тщательно работала. И я уже понимала, что она ничего не видит, но она очень активно комментировала то, что там было написано, вообще не прибегая ни к каким там бумагам, но она уже практически, наверное, не могла читать. И я оценила вообще, какой сильной была ее память. Она все помнила, и вот эти вот хитросплетения генеалогического дерева она воспроизводила с необыкновенной легкостью. Потом она мне отдала этот рулон и сказала, возьми, пожалуйста, и передай это хорошему и добросовестному историку. Я уже тогда работала в Институте гуманитарных исследований и передала этот рулон Аслану Мирзоеву. Но что касается книги, конечно, очень трудно говорить о таком огромном труде, потому что это необыкновенно плотная информация, это огромное количество аспектов. И я просто, наверное, коснусь тех моментов, которые мне показались наиболее значимыми. Но прежде, конечно, хотелось бы сказать о том, что вся вот эта история сталинских репрессий, если говорить в масштабе России, она хорошо в целом освещена за счет произведения Шаламова «Колымские рассказы», за счет Александра Солженицына, который за этот труд получил Нобелевскую премию «Архипелаг ГУЛАГ». Они вошли вот в программные произведения вузовские. И за счет этого вот эта страшная страница отечественной истории приобрела достаточно большой резонанс. То же самое можно сказать, наверное, даже о Закавказье. Потому что, если вы вспомните, вот здесь есть люди старшего поколения, в 90-е годы вышел замечательный фильм Тенгиза Буладзе «Покаяние», в котором просто талантливо и очень так метафорично, в такой притчевой форме рассказывалось о том, каким страшным гонениям подвергались лучшие представители грузинской интеллигенции. Однако, если мы скажем о том, что вот эти страницы репрессий были отражены в нашей отечественной истории однородно, это будет не так, потому что касается вот истории репрессий народов Северного Кавказа, это была, в общем-то, еще такая заповедная страница, она оставалась до тех пор, пока не вышла эта книга. Ну, я больше, конечно, буду опираться на историю, на документалистику нашей республики. Сначала вышла книга памяти, тоже замечательной женщины, к которой я была очень привязана, Лафишевой, Нины Измайловны. Она вот недавно покинула нас. И вот вышли книги Айшат Шапаровой, которая здесь находится. Однако вот в таком ключе написанная книга, как живое свидетельство человека, который прошел весь этот ужас сталинских репрессий, пожалуй, вот в таком полном варианте мы, наверное, сталкиваемся с такой книгой впервые. Надо подумать о том, что это, наверное, все аспекты жизни этой замечательной женщины были освещены
Асланом и Нателла Мирзоевой. Она очень скромно там не упоминается. Между тем, вот эта вот техническая работа, огромная работа, которая была проделана Асланом, я думаю, что не в меньшей мере была проделана и Нателлой. 9 огромных разделов, которые касаются и документальных каких-то моментов. Это нужно было собрать, нужно было действительно, вот как Петр Абрамович сказал, нужно было проанализировать, систематизировать. Это совершенно восхитительные воспоминания самой Евгении Жамурзовны. Причем вот составителям удалось воспроизвести это так, как будто мы сами являемся непосредственными участниками этих событий, непосредственными свидетелями тех ужасов, которые она испытала. Я признаюсь, это вот какие-то моменты меня вообще доводили до слез. Я не могла читать очень долго, потому что реально там такой эффект узнавания, как будто это происходит с тобой. Приходится откладывать книгу, приходится снова погружаться, потому что не читать не вариант, а читать много тоже просто физически невозможно. Но я уже говорила о том, что невозможно рассматривать нашу историю, наверное, без общего контекста. Да? И вот если говорить о истории черкесов, это вообще совершенно заповедная страница национальной истории, то придется вспомнить, что в 1864 году черкесов осталось после русско-кавказской войны всего 5%. После депортации, чудовищных насильственных депортаций, осталась горстка на исторической родине. Теперь вот смотрите, вот с этими 5% что стало? Это русско-турецкая война. Это уже революция, поскольку вот эти 5% были инкорпорированы уже в систему Российской империи с колониальным администрированием. Потом, это российская революция, будем называть ее российской. Потом, это гражданская война, Первая мировая, русско-японская война, коллективизация, сталинские репрессии, начало сталинских репрессий, конец 20-х, где-то конец 40-х годов, вот это 20 лет, наконец, финская война, Вторая мировая. То есть это какой-то каскад страшных военных потрясений, конфликтов, в результате которых, в общем-то, мне кажется, вот эти 5% должны были просто уйти. Но, вопреки обстоятельствам и логике, появляется интеллигенция 30-х годов. Вот в Кабарде, я сейчас говорю про кабардинскую интеллигенцию, блестящая плеяда, которая смогла выпустить такой замечательный труд, как «Кабардинский фольклор». И там принимал участие блестящий фольклорист Михаил Талпа, который приехал в республику специально, чтобы помочь нашим ученым, и он тоже был репрессирован и в августе 1937 года расстрелян. И вот на этом фоне, рождается такой человек, как вот крупная фигура, совершенно яркая, изумительная женщина, как Евгения Жамурзовна Налоева. Я сразу обратила внимание на то, насколько непосредственно, органично и правдиво были описаны детали, которые воспроизводят дух семьи. Это была, с одной стороны, типичная кабардинская семья, с другой стороны, это была такая особенность. То есть это вот семья, которая совмещала типичное и особенное. А в чем вот особенное, как мне показалось? В том, что родители играли на многих инструментах музыкальных. И вы представляете, они устраивали концерты своим детям. Больше на более широкую публику это было неудобно, это было не по Дехахабзе. Поэтому они делали это часто, и вот тот артистизм, та музыкальность,
тот художественный дар, который чувствуется в этой книге, который смогли передать составители, вот мне кажется, вот истоки вот этого обаяния, особенности, да, Евгении Жамурзовны, идут еще оттуда, с детства. На что я еще обратила внимание? То, что там затрагиваются такие важнейшие, сложные аспекты, как система религиозных взглядов, с которыми, кстати, вот я внутренне абсолютно была согласна. Это какие-то оценочные моменты сложнейшего национального вопроса. И вот эта иерархия оценочная, которую выстраивает Евгения Жамурзовна в своем таком естественном каком-то дискурсе, да, натуральном, она тоже нам очень близка. Вот мне и моим соплеменникам, нашим современникам она очень близка. И, наконец, на чем я хотела особенно остановиться, это впервые, наверное, так ярко, так полно и откровенно прозвучали проблемы гендера. Почему? Потому что вот почти все, что случилось с Евгенией Жамурзовной, были проблемы гендерного характера. Ну, давайте, чтобы не быть голословным, я напомню вам, что, значит, когда она оказалась в Таджикистане, она поступила в таджикский пединститут, и это надо было мудриться, потому что у нее был волчий билет дочери врага народа. Тем не менее, она поступила и подверглась домогательствам некого преподавателя Назарова, который сделал все после ее отказа, чтобы ее отчислили. И это произошло. Но это была бы, конечно, не Налоева, если бы она не предприняла новых и новых усилий для того, чтобы самосовершенствоваться, расти и состояться. Она все равно преодолела очередной барьер. Она оказывается в Осетии, и уже в Осетии ее арестовали по навету некого Кайтукова, которому она тоже отказала в домогательствах. То есть, ну это я так спокойно говорю, еще лет 20 назад это было невозможно озвучивать, а лет 50 назад это вообще даже об этом думать было нельзя, да? То есть вот теперь нам становится ясно, что в каком ужасающем положении был не просто человек, а особенно женщина, которая была абсолютно никак не защищена, уязвима, особенно социально уязвима. И, к сожалению, вот эти моменты, да, вот такой женской интенции, они не проговариваются. Они, ну, женщины выпускают пар друг с другом. А сейчас тоже они существуют. Конечно, не в таком масштабе и не так, как во времена Евгении Жамурзовны, но это проблема, которая особенно беспокоит женщин. И что еще я хотела сказать? То, что вот все то, что вот у нее со временем обнаружилось, это исключительная сила и воля характера, потому что ни на одной странице, сколько бы я ни читала, я не нашла пораженческих настроений. Это всегда было активное сопротивление. Это была всегда боль, но боль, которая всегда будила желание бороться с этой страшной системой, с этим режимом. С одной стороны, яркая, незаурядная женщина, талантливая, да, с исключительным конструктивным началом, которая очень много могла нам дать. И с другой стороны, ей противостояла огромная чудовищная сила, машина государственная, которая ее пыталась уничтожить на всех этапах. И ни на одном этапе этого не удалось. Там сюрреалистические какие-то исповедальные рассказы о том, как она болела, какие у нее были безбелковые голодные отеки, да, от недоедания, в каких ужасающих условиях происходила вот эта вот эвакуация, да, выбрасывали людей в море, трупы. Им невозможно было пошевелиться без того, чтобы пошевелились все остальные, потому что они лежали очень плотно. Антигигиена, аморальная обстановка во всех отношениях.
И тем не менее, вот как она оказалась в психиатрической клинике, да, в самую тяжелую палату ее положили, как она там реагировала, она сама чуть там с ума не сошла, просила ее перевести в палату, где менее такие буйные пациенты лежали. В общем, наверное, не осталось никаких кругов ада, через которые она бы не прошла. И тем не менее, она не только выжила, она осталась не сломлена. То есть эта книга фактически, если можно говорить о пафосе, да, книги, это демонстрация удивительной неистребимости человеческого духа. Даже когда на него наваливается страшная, беспрецедентно жестокая машина террористическая, да, такая, какой был, значит, сталинский режим. И, конечно, вот в связи с этим еще раз хочется мне поблагодарить и Нателлу, и Аслана за действительно удивительный труд, потому что, ну, представьте себе, записать, потом это все, вот как Петр Абрамович говорил, это все декодировать, записывать, 100 раз проверять, потом собрать огромный материал, это все структурировать. Мало того, редактировать и самому выпустить, находя спонсоров, потому что Аслан не в таком положении, чтобы сам за свой счет это мог издать такого плана. Мало того, он издал, еще подарил своим друзьям, которым считал нужным. Так что огромное спасибо, Аслан. Это реально, это не просто такие красивые слова. Вот. И, конечно, каждому спасибо, кто здесь присутствует. Это люди неравнодушные, это люди, которые болеют за наше прошлое. И я бы хотела напоследок сказать, что эта книга должна стать настольной. Потому что мы ее должны читать, и не только мы, наши дети, наши внуки, последующие поколения, хотя бы потому, чтобы больше этого никогда не было, чтобы подобное не повторилось. Спасибо. Спасибо. Знаете, вот когда Мадина Андреевна говорила, вот я подумал, если портрет сформировать из каких-то слов, которые отражают ее «я». Кто помнит ее, белокурая, очень нежная, бедная, сколько она, когда читаешь, выплакала, сколько горя перенесла по этим лагерям, по этим трущобам, которые жизнь ее забрасывала, сколько слез, глазки чуть подслеповатые, а как улыбалась, а как смеялась, как заразительно, как весело, какой тонкий юмор. И в то же время какая ответственность перед делами, когда она рассказывала, вот там вот я работала инспектором, как просили все, не пиши, потому что вот система такая может уничтожить. Но, говорит, я же не могу, если мне поручили. Я не могу не сделать того, что мне задано. А какое чувство справедливости? Вот Мадина говорила о том, что гендерный момент был виной. Я как бы далек от этого, может быть, потому что мужчина. Вот это обостренное чувство справедливости. Сколько раз она писала, повторяла в книге. Зачем я это сказала? Зачем я это подчеркнула, вызывая огонь на себя? Когда вернулась в республику, работала на кафедре истории СССР. Живи тихо, спокойно, не трогай этого Лебедева, пусть горит он в огне. Нет. Она видела, как эта скотина шоколадом кормит своих собак, а дети стоят и плачут, хотят этого сладкого. Да разве ж можно так? Она не промолчала. Написали, засадили скоты. Вот это чувство справедливости, оно у нас сегодня растаяло. Я хотел бы предоставить слово Ине Кажаровой, которая тоже хотела бы поговорить об этой книге. Я
предполагала так, что, скорее всего, мне долг обязывает подходить к этой книге с точки зрения ученого, с точки зрения филолога. Но я должна признаться, что дважды мне пришлось перечитать эту работу, и я не нахожу в себе сил для того, чтобы как-то абстрагироваться, для того, чтобы как-то создать дистанцию между собой и этим текстом и дать более-менее беспристрастную оценку. И все, к чему я прихожу, это только наверное, та революция, тот переворот, который происходит в моем сердце, и пока спрессовать это в какие-то отдельные выводы мне очень трудно. И поэтому то, что я буду говорить, это, конечно, основано на чисто моих субъективных каких-то переживаниях. И я хочу подчеркнуть, что это, мои чисто личные выводы, они не претендуют на какую-то всеобщность, на какие-то научные критерии. Я единственное хотела бы обратить внимание в отношении научных критериев на такой нюанс. Мадина Андреевна об этом начала говорить, об освещении событий периода 20-30-х годов, начала прошедшего столетия. Когда это начинается, период оттепели, которому мы так благодарны, но следующая волна – это волна перестроечных лет. Но здесь ускользает из поля нашего зрения такой важный нюанс, что это освещение, как правило, исторической правды, событий, лиц, фактов, трагедий людских происходило в согласии с идеологическими требованиями времени, потому что в 60-е годы освещалось, оглашалось и реабилитировались именно те, которые согласовывались с идеологией того времени. И очень многое было потеряно и в тот период тоже, очень много замалчивалось и в тот период тоже. В перестроечные годы в нашем регионе получилось очень интересно. На волне всплеска национального самосоздания мы как-то особо и не обращались к периоду 20-30-х годов. Этот период начала коммунистического строительства, он выпадал из поля зрения уже хотя бы по той причине, что шло отторжение вообще от политики тех времен, и такого уже внимания этому не уделяли. И все, что происходило значимое, Мадина Андреевна очень тонко это подчеркнула, что да, выходили какие-то вещи в закавказских республиках, в других кавказских республиках, но удивительное дело, именно в нашей республике, в Кабардино-Балкарии, этот обет молчания не нарушался очень долго. Трагически долго, сказала бы я, уже до тех пор, когда эти люди стали уходить. И можно сказать, Евгения Жамурзовна, это последний из могикан, который мог бы еще что-то рассказать. И получается, что здание нашей истории мы вынуждены наблюдать с его парадного входа. Да, мы догадываемся, что там внутри все очень сложно, но людей, которые там побывали и которые могут рассказать, уже нет, уже не существует. И, как я сказала, счастливое исключение в этом отношении – это Евгения Джамурзовна. А почему такой долгий обет молчания? Почему именно в нашей республике? Ответ на этот вопрос я найти не могу. Связано ли это с какими-то ментальными особенностями коренных народов, которые здесь проживают, которые особо не любят плакаться? Или это связано с чувством неизбывного страха, который никак нельзя сбрасывать со счетов, и он имел все основания, здесь были все основания для того, чтобы здесь поселиться чувство животного страха, потому что репрессии, эта репрессивная политика здесь доходила просто до какого-то безумия, до жесточайшего размаха. Мы же не зря говорим, что репрессии здесь проходили с большим размахом, чем в других кавказских республиках. А может быть еще причина в том, что следы деятельности передовых людей того времени в нашей республике, тоже по сравнению с другими регионами и по сравнению с другими городами Советского Союза, зачищались с особой методичностью, с особой тщательностью. И найти следы их деятельности, задокументированные следы, не так просто. Мне довелось просто прочитать в воспоминаниях
одного деятеля, как он разыскивал следы деятельности своего отца. Это был Битал Пшеноков. Он пытался что-то узнать о Мачреиле Пшенокове, и ему в КГБ большой начальник сказал, что в тот период все, что могло защитить человека, все документы, все следы его деятельности, которые могли работать на его защиту, уничтожались. Оставлялось только то, что как-то могло его скомпрометировать. Что касается самой книги, самой личности Евгении Джамурзовны, то, наверное, первое потрясение, которое произвело переворот какой-то в моем сознании, в моем душе, касалось того, что вот эта система этнических принципов, этнической морали, которой мы все придерживаемся и которой мы так гордимся, она, возможно, и не имеет настолько преобразующей роли, которую мы привыкли к ней приписывать. Потому что меня потрясало то, что люди, воспитывавшиеся в одной системе, как только начала ломаться общественная обстановка, подстраивались под нее совершенно по-разному. Для кого-то Адыга Хабза оставалась духовной опорой, той опорой, которая помогала не потерять лицо, не сломиться. Но ведь было и немало людей, которые очень легко переступали через Адыга Хабза, через какие-то даже общечеловеческие установки, и делали это с такой готовностью, которая не удивить не может, потому что часто и обстоятельства складывались не настолько ужасно, что у человека не оставалось бы, скажем, другого выбора. Много эпизодов того, как односельчане, даже родные люди предавали эту семью. Больше всего меня потрясло, как после ареста Джамурзина Лоева, отца Жени, люди, купившие его дом, разламывая его, обнаружили в подполе какие-то бусинки золоченые. И сразу же кто-то поспешил донести об этом. И женщину арестовали, мать семейства арестовали. К ним пришел человек, который сказал ей явиться в ОГПУ. И она пишет, это был родной племянник моего отца. И он так грубо сказал, не задерживайтесь, явитесь в ОГПУ. При этом никакой транспорт не был предоставлен для того, чтобы они могли доехать до областного центра. И казалось бы, эти люди воспитывались в одной системе, в системе Адыга Хабза, но каждый воспринимал то, что, наверное, благодаря чувствительности своей совести был способен воспринять. И я прихожу к выводу, что эта этническая зашоренность какая-то, зацикленность на каких-то установках, в которые мы свято верим, она, может быть, не всегда себя оправдывает. Тем более, что очень четко проходит в повествовании Евгении линия ее спасителей. И очень часто это люди, оказываются, которые совершенно в другой этнической среде выросли. Это украинец, щитовод, который предупредил Жангуашу о том, что здесь опасно оставаться и нужно покинуть эти места. Далее Илюшка, ее друг, татарин, мама, которая помогла Жене изменить внешность и покинуть Таджикистан, Суховы, которые помогли организовать встречу с Калининым, доктор, я уже не помню его фамилию, доктор, его жена, у кого она жила в Катакургане после освобождения. Да, и она и сама тоже постоянно повторяет эту мысль, что человек, это я вольно передаю, человек все-таки существует, принципы человечности вне национального признака, вне национальности, вне этнического признака. Что меня еще поразило, это мы привыкли говорить о том, что разгар репрессивной политики приходится на 30-е годы, и в основном внимание уделяем этому. Но ведь не меньше напугало то, что она рассказывает о 50-х годах.
насколько я знаю, тогда людей уже не расстреливали, но от этого было не менее страшно. И сознательно это происходит или нет, но вот в том эпизоде, когда она рассказывает, как ее этапировали из Нальчикского МГБ куда-то в Россию, я уже не помню точно какой это пункт, их привезли в тюрьму, которая была построена еще при Иване Грозном. И период правления Ивана Грозного мы ассоциируем с самыми кровавыми событиями, с самыми страшными. Но здесь Владимирская тюрьма. Да, Владимирская, спасибо большое. Но здесь она делает такое вот невольное сопоставление. Она говорит, окна, которые были вот в тот период открытыми, при советской власти были заколочены. Были заколочены почти до середины, и свет не попадал в камеры, а некоторые окна были заколочены полностью. Тюремные нары, которые строились при Иване Грозном одноярусными, власти Советов преобразовали в трехярусные. И вот где размах жесточе, конечно, можно судить уже по этим сравнениям. Потом меня, конечно, поражает, вот Петр Абрамович сказал, упомянул это здание, оно нам всем хорошо известно, но здание, которое находится на Ленина и Ногмова, вообще это, можно сказать, для всех нальчан, для жителей нашего региона, это очень такой значимый отрезок, вот промежуток, вот этот расстояние между, вообще вся улица Ногмова. А значимый промежуток, я почему назвала, она ведь и работала неподалеку. Педагогический институт находился рядом. И в моем сознании, вот, я не знаю почему, но не укладывается совершенно, что вот здесь рядом работа, рядом студенты, с которыми ты была счастлива, люди, с которыми ты общалась. И вот здесь же рядышком происходят твои мучения. Как такое возможно? И еще как возможно, что это здание, оказывается, проектировалось как школа, и она упоминает о том, что там была когда-то школа. Вот бы еще знать, какая. И вот если говорить о деформации пространства, для меня и для всех нас, наверное, очень ценно то, что это не художественное повествование, то, что для нас совершенно не свойственно. Есть какие-то вот обрывочные вещи у Хасана Эльбердова в этом периоде, у Шекихачева. Вот недавно в книге воспоминаний Хашбекира Хавпачева тоже прозвучало что-то о 20-30-х годах, но, как правило, эти вещи уже продуманные, выверенные, а здесь, если можно так выразиться, сырой материал. И я понимаю, читая этот материал, что в жизни фантасмагорий и совершенно каких-то вот ситуаций, которые даже художественное сознание осилить не может, намного больше. В реальной жизни этих ужасов больше. Художник даже придумать это все может быть и не в состоянии. Что еще хочется сказать? Я поражаюсь еще тому, насколько все-таки вот судьба хранила эту женщину и насколько верной дорогой она ее вела к нам, вот именно к нам, к нынешнему обществу. Мы же прекрасно помним по ее повествованию, что она вообще-то особо и не мечтала быть историком. Она мечтала о том, чтобы стать инженером. Даже вот получилось так, что в Сталинабаде, когда она хотела поступить в институт, она подавала документы на физический факультет, но ей сказали, что на других факультетах уже набраны студенты, недобор только на историческом. И вот по этой причине она идет работать на историка. И я считаю, для нас это очень ценно, потому что она обрела профессию, которая предполагала ее общение с аудиторией, с большим количеством людей, на которых она могла воздействовать. И вот в этом я без каких-то возвышенных слов вижу и наше спасение, наш путь к спасению, что она смогла через это к нам прийти и воздействовать на наши умы, и Бог даст, и далее тоже это действие будет продолжаться. И большой момент удачи в том, что нашлись люди, которые смогли это все записать, которым она смогла открыться. Она сама очень часто говорит о том, что она любит рассказывать. И
в воспоминаниях ее учеников тоже это очень часто звучит, что Евгения Джамурзовна была великолепной рассказчицей, но сколько мы знаем великолепных рассказчиков, которые не готовы раскрыться до конца, которые не готовы быть искренними. И слава Всевышнему, что нашлись такие люди. Нателла Мирзоева, Асланбек, Аскер Налоев, которым она смогла открыться до донышка. Это тоже наша огромная удача. И такой момент, вот, о котором я все-таки как филолог не могу не сказать, хотя вот на фоне сказанного, наверное, это прозвучит не очень серьезно, но меня, конечно, не могли оставить равнодушной ее художественные опыты. Особенно один из ее рассказов, кажется, это просто он обозначен как рассказ первый, без названия. Да, страницы были утеряны просто, поэтому мы не знаем. Да, ну я кратко перескажу, там просто речь идет о сектантстве. Видимо, это была секта хлыстовцев и ее ответвление. И вообще меня удивляет то, что как-то вот, ну, за изучением проблем своей истории, региональной истории, мы на эти вещи редко обращаем внимание, а там происходит все вот с точностью, как в пословице «свято место пусто не бывает». 20-е годы – это период преследования религиозных деятелей, когда очень многие священники оказались уже в Соловках, даже специальные спецлагеря были, куда отправляли именно священнослужителей. И вот в этот период она пишет, что как-то говорит, я уже дословно это не помню, но она интересную фразу употребляет, что деятели религиозного культа как-то интересно переоформились, говорит, в этот период. Появились какие-то непонятные личности с длинными завшивленными волосиками, с каким-то церковным имуществом в кармашках, которые тайно крестили людей и так далее. Но дело в том, что это очень интересное явление, когда на место официальной религии приходят вот адепты каких-то псевдорелигиозных учений, и она об этом рассказывает, об иоанитах, субботниках, и как она рассказывает, как она умело использует прием художественного гротеска. И вот у меня, например, я как филолог испытываю какой-то творческий зуд, мне хочется разложить эту вещь и просто вот прокричать о ней широкой общественности. Ну, в заключение я просто хочу сказать о том, что, наверное, самое ценное, вот, что я вынесла из этой книги, это мысль о том, что человек, наверное, все-таки всегда должен быть начеку. Она напоминает о том, что человек всегда стоит перед выбором, перед моральным выбором. И часто этот выбор бывает совершенно незамечен окружающим. Но он может нести такие последствия, за которые потом человеку будет очень тяжело уживаться со своей совестью. И я невольно задаюсь вопросом, а настолько ли изменилось общество сейчас, чтобы можно было расслабиться и рассуждать об этих вещах в прошедшем времени? Вот многие события, например, меня заставляют думать о том, что общество идет к положительным изменениям очень и очень медленными шажками. И вот в этом плане я свою мысль хочу завершить словами из письма Елены Дружининой. Это буквально одна фраза. «В моих глазах вы герой. После большого перерыва и стольких бедствий сумели вернуться к серьезной исследовательской работе. Пожалуйста, берегите здоровье, не теряйте бодрости духа. Мелкие человечки, в конце концов, попадут в мусорную яму, а все честное и передовое пойдет вперед». Спасибо за внимание. Я очень извиняюсь. Вот Инна сказала о том, почему такая немота, да, была именно в Кабарде, но это была раньше Кабарда. Вот, потому что вот там просто я хотела привести цитату из того, что говорила Евгения Жамурзовна.
именно потому она говорит, что Калмыков здесь особенно поработал. Это можно зачитаю, да? пожалуйста. Да. Потому что то, что говорила Инна, меня тоже, я очень извиняюсь. Да, конечно, конечно. Вот эта немота, которая и сейчас присутствует, да, она, собственно говоря, нас так интригует, что мы ищем невольно ответа, а почему это до сих пор нас преследует. И я для себя нашла полный ответ, который, в общем-то, на это ответила сама Евгения Жамурзовна. Оказавшись после Осетии в Кабарде, она пишет: «Мне кажется, здесь, в Кабарде, то есть, очень сильно поработал Калмыков. Ни в одной автономии, даже союзной республике, не было так много расстреляно грамотных людей, как это было сделано в Кабардино-Балкарии». Всё, спасибо. Продолжая мысль Инны о призвании, честно сказать, вот я тоже, когда школу заканчивал, мне так нравилось, как люди строят дома, кирпичик, блок, и вдруг красивый дом. И я хотел быть строителем. И я пошел учиться, и я проводил линию, она становилась кривой. И я видел, что линия кривая. Почему? Я же ровненько по линеечке проводил, Бог не дал. Поэтому не знаю, каким бы она была инженером, каким бы была физиком. Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Это правда. И вместе с тем, те, кто у нее учился, а здесь нас совсем немало, вечно будут благодарны ей. Нельзя было, прослушав ее лекцию, оставаться равнодушным. Просто нельзя было. Вы понимаете, артист. Она, театр одного актера сегодня мы говорим. Как она красиво умела подать вот эти вот манекены прошлых периодов, прошлых эпох. Как они говорили, как они мыслили. Хотелось идти брать, читать. А что же на самом деле? Только позже я узнал, что она курс истории СССР, основной курс древнейших времен до конца XVIII века, читала второй раз в жизни. Второй раз. Вы знаете, вот, когда 10 лет читаешь, 15, начитался много, и слова находишь, и глубоко знаешь, а когда первый раз читаешь, второй, как это тяжело, оно не осело еще. И врожденный профессионализм, который, артистизм, чувство прекрасного, которое в ней глубоко было, и совершенно с Инной согласен, и с Мадиной согласен о том, что это было врожденный генетический код, который передавали с музыкой. Устраивали в Баку, мама играла, она танцевала кабардинские танцы, все приходили, хлопали, и кто-то лепешку даст, кто-то люди улыбались, люди радовались от того, что прикоснулись к вот такому вот искусству неизвестного народа, для того времени, конечно. Поэтому здесь все очень важно. И все очень сложно, когда мы говорим о Евгении Джамурзовне. С вашего разрешения я хотел бы, чтобы наш Руслан сказал несколько слов, если есть возможность у вас. Экспромтом. Да, конечно, да. Книгу, конечно, я читал вдоль и впоперек, как говорят, но без этой книги я все это знал. Я меньше буду говорить о Евгении Джамурзовне, больше буду говорить об Аслане, о девушках, женщинах, которые помогали в создании этой книги. Когда умер Конфуций, 5 лет он не выходил из дома, почитая память умершей матери.
здесь не сметь, но 6 лет отдавать ученому этой работе, это только может сделать сильный человек, достойный человек. Как там у поэта, не забыть еще тот край, где выводит из народа столько славных, кто и знает, столько сильных, благородных, добролюбящих людей. Вот такой Аслан. Вот такие эти девочки, которые помогали ему, которые вместе с ним работали. Теперь другое хотелось бы сказать. Вот многие мучают, наверное, Феликс Ахмедович лучше всех знает, почему так случилось. Все-таки он уже был когда-то. Да. Почему так случилось с народом нашим? Один очень уважаемый, один из талантливейших кабардинцев, я имею в виду Муслера Асламурзаевича, его отец Мула, умнейший был человек, я его хорошо знал, удивительно тонкий человек. Мусер рассказывал, меня, говорит, спрашивал отец, Мусер, говорит, я не пойму, столько веков так четко, жестко, когда нужно, точно, а дать хабза соблюдали кабардинцы. Что же с ними случилось после 1917 года? И я, говорит, был молодой человек, помню, как сейчас, когда уже власть Советов здесь установилась, просто только установилась, выскакивали люди и хаяли даже свою национальность, свои обычаи, свои традиции и так далее. Никто пока еще не ответил на этот вопрос. И я первооткрывателем никак не хочу быть. Тем более не смогу. Но хочу сказать, то есть свои догадки изложить. Первое, это пусть никто не боится и не стесняется. Война за покорение Кавказа, в том числе и Кабарды. Вот они набеги делали, поэтому пришлось им, то есть на них наступать. А вас я кто звал? Я вас звал? Не звал. Так помолчите, хотя бы помолчите. Потом, почему один народ великий, старший брат, а другой из-за малочисленности никто, ничто. Такого не должно быть. Вот там, во-первых, частью Дигури Рауда. Там, после русско-кавказской войны, мы наполовину стали кабардинцами. После Октябрьской революции на четверть. А потом стали терять. Жума аряданум, арвластами данум, артимборок упадишь их хунум, тимборок упадишь мрар. Да что за идолопоклонство, Господи Боже мой! Что же это такое? Я люблю талантливых, умных. Среди наших руководителей были очень талантливые, умные люди. Но зачем обожествлять? Зачем там, где нет того факта, о чем ты хочешь сказать, зачем создавать его? Вот Феликс Ахмедович сидит. Адих, его творение. Вот конкретно он это сделал. А Шанхай, помните, как было? Это его творение. Вот молодец, вот за это надо его уважать. Но он же не Бог. А почему другой Бог? Все это у нас осталось, то есть у нас появилось с начала нашего закабаления. Помните, как в каком-то фильме гениально просто сказано: кто сберег свои нервы, не сберег свою честь. Вот мы иногда, а вдруг прогонят, вдруг семью кормить. А что? Есть же несчастные, которые всю жизнь вот так борются и не сдаются. А почему? От того, что я кусок мяса лишнее буду есть, я должен быть чьим-то рабом. Вот недавно встреча с Путиным. Какая там встреча была? Не помню.
Слово скажет опять. Ну это же холопство. Абсолютно. Холопство. Как там у Некрасова? Люди холопского звания, сущие псы иногда, чем тяжелее наказание, им, тем и милей господа. Ну что это такое? Откуда мы, почему так переродилось вообще наше общество? И когда такие, как Евгения Джамурзовна, я, исходя из родственных связей, должен быть более скромным, но когда такие были, есть и будут, все-таки не погиб еще тот край и тот народ. Об этом надо думать, наверное, и не забывать. А тебе, дорогой Асланчик, я могу и по отчеству, но он как младший брат для меня, я кабардинец, у нас Хабза. Девочки, которые помогали, кланяюсь вам низко. Эта книга в определенном смысле обязательно поможет подрастающему поколению, которое будет читать. Вот самая главная заслуга и Евгении Жамурзовны, и тех, которые сделали книгу. Это немножко, по крайней мере, из 102 человека будет, которые подумают, а почему я не такой? Почему я должен быть холопом? Чьим-то там, черт его знает, на побегушках у кого-то. Это дорогого стоит. Честь, честь и еще раз честь. Спасибо. Феликс Ахмедович, вам слово. Руслан как бы пролонгировал, поэтому, пожалуйста, если есть что сказать, скажите. Феликс Ахмедович, может, вы сидя скажете, а то нам придется встать. Уважаемые друзья, я много времени дружил и бывал на всяких событиях вместе с Завором Магомедовичем. Я был на всех событиях, которые были значимы для его фамилии, для его семьи, для его рода. И поэтому я встречался с Евгенией Жамуровной там, у него. Я слушал, что она там публично в таком говорила. Я думал, что я ее знаю. Но оказывается, я много чего не знал. Я много чего и не слышал о ней столько. Хотя вот столько был знаком. Как я узнал из этой книги, из рассказов вот по поводу вот этой книги встречи. Я пытался ответить на многие вопросы, которые возникли. Как такой человек, девушка, молодая такая, Нацменко, пережила, смогла пережить столько событий, вынести столько испытаний? Как это могло быть? А есть ли другой человек, который столько испытал? Я, например, не знаю. А как это она смогла? А каков тут секрет? Сохранить честь, достоинство, сохранить свой дух. Как может быть вот это? Что ей помогло вообще-то? Не изменить себе. Мне кажется, что вот есть такая категория психологическая, которая называется осознание. Осознание – это инструмент не только личности, это есть инструмент духа. Он используется в разных событиях. В событиях есть личность, это используют в анализе какого-то психического процесса. А когда соединяется от одного процесса к другому, соединяется. Когда чувство преобразовывается, например, чувство веры в убеждение. А когда привычка преобразовывается в чувство, осознание – это уже инструмент духа. Эти испытания, которые Евгения Жамурзовна прошла, это испытания, наверное, не породили, а, наверное,
прошло возгорание духа, еще больше духа. Она жила духом. И она людей чувствовала, тех, которые сильны духом. Она с ними общалась, а те, которые слабые, они уходили из ее жизни. Знаете, я очень сожалею, что я, может быть, ближе не знал ее, что не помог ей, что не учился у нее. Она, такая возможность, наверное, вот была последние там, 7-10 лет. Хотя я был, еще раз повторяю, я учился, и я всегда дружил с Завуром Магомедовичем до последнего часа. Я очень благодарен Аслану и всем помощникам за такой колоссальный труд. Мадина правильно сказала. Это надо с духом связывать, вот эту книгу. Духом. Это учебник воспитания духа, формирования духа. Это учебник. Вот так надо. Это личность, которая несет знамя духа. Вот эта личность Евгений Жамурзов. Мы вот такое общество, знаете, которое вы думаете, мы очень передовое общество. А кто из вас часто присутствовал на таких собраниях? Да? Кто такие доклады можно послушать? Да. Как сегодня. Сегодня чистый воздух здесь. Можно легко дышать. Легко дышать. Вот здесь дух цветет, понимаете, сегодня. Вот. Да. Я совсем по своему. Я его братишкой называю. Я говорю, я бы на твоем месте сейчас встал бы, говорю, и это именно поцеловал. Да. А он говорит, а ты? А я уже ту поцеловал. Это замечательное событие. А в том, что мы, вот Руслан задает вопросы, ответы, которые он знает. Почему у нас так произошло? А потому что к революции, после революции, пришли к власти неподготовленные люди. Ни морально, ни образованием, ничем они не Абсолютно. подготовлены. Вон такой человек. Не подготовлены. Барбасяк, Кухарки, как это, пришли там. Вот, неподготовленные, морально неподготовленные, незрелые люди, завистливые люди. Всех грамотных студенты приезжали, вот, если он отличник, то внимание первого секретаря, если он отличник. В Цыганцу такой был случай, что, по-моему, Тимирканов не позвали сюда. А население встало и не выдали его. А председатель райисполкома пришел раз, пришел два, его не выдавали. Мы гарантируем, что мы его в целости, сохранности. Тогда его отпустили. И все, он пропал. От чего это? Это зависть. Это еще какие-то другие чувства, низкие чувства, которые невежество породило. Понимаете? Итак, вот, Аслан, большое тебе, огромное тебе спасибо. Конечно. Огромное тебе спасибо. У нас много проблем, множество проблем. Многие проблемы мы скрываем. А почему мы скрываем, что у нас безработица цветет? А почему мы скрываем, что у нас земля распределена неправильно? Да. А? И так много чего мы скрываем, не говорим, понимаете, не говорим. А проблемы, они обостряются. Вы пойдите сейчас по любой улице, да, такой или такой, посмотрите. Продается, в аренду продается. Что происходит? Что мы ничего не знаем, что происходит? А потом, когда дозреет до что-то, да где мы были, а почему мы ничего не соображали? Я живу в селе, потому что в селе знаю, что творится. Заезжаю в город, налево аренда, направо продажа,
снова продажи, снова 15 объявлений, пока я доезжаю до работы. А поезжаю туда вверх, то же самое. Кто мне скажет, что происходит? Какой анализ социально-экономический? Кто проводит? А силы у нас есть. Это ученые, которые... Это аналитики. Аслан аналитик. А какой аналитической работы, какое трудолюбие. И Евгения Жамурзова какая показала пример трудолюбия. Я еще раз говорю, что как я сожалею, что я не познал поглубже Евгению Жамурзову. Я бы и себя познал бы через нее. Как я сожалею, что я не помог ей. Вот я с такими чувствами читал вот эту книгу. Спасибо тебе.